Салям, Дуслар. Хотелось бы спросить, с какой вы деревни? Шубина. Также Шубина. Прикольно. Что вам сегодня запомнилось больше всего? Ну, сегодня у нас был такой спокойный, тихий ифтар. Нам все понравилось. В дальнейшем будет больше. Я запомнил новых людей, появились новые знакомства, с которыми, возможно, в дальнейшем будем работать, также приглашать на наши мероприятия. Обсудили важные темы. Очень круто, что проводились лекции на татарском языке. Я считаю, это очень важно, чтобы сохранить нашу идентичность и не ассимилироваться. Хотелось бы тогда уточнить, вы, получается, больше сторонники нашей культуры и хотите сохранить нашу идентичность? Да, конечно. Это в основном и заключается одна из главных целей, чтобы сохранить нашу татарскую культуру. Согласен полностью. Мы хотим сохранить нашу культуру. Как я и говорил, мы ассимилируемся, и очень важно в наш момент сохранить нашу идентичность. А сами вы пост держите? Да, конечно. Да, конечно, держим, начиная где-то с лет с 13. Активно держим пост. И еще не только в Рамадан, важно еще держать и по понедельникам, четвергам, по сунне, проком хаусала. Еще хотелось бы уточнить, в дальнейшем вы себе девушку, например, рассматриваете тоже, наверное, мусульманку, своей религии? Да, это однозначно. Я не рассматриваю, кроме мусульман, больше никого. Естественно, как по-другому. Ты сейчас сказал, что ты пост держал с 13 лет. Какой самый запоминающийся у тебя ифтар был? Самые запоминающиеся ифтары среди татар проводятся в шатре. Я считаю, что там проводятся интересные лекции, проводятся интересные интерактивы среди участников. И в целом я считаю, что нижегородские татары немного отличаются менталитетом своим от других национальностей, и это по-особенному интересно. Чем отличаются нижегородские татары от казанских? Я считаю, что казанские татары более такие спокойные, более направленные, я не знаю, на... Ну, не знаю, у них немного другой вайб. Мы более такие резкие и голодные. Салям, скажи, как тебя зовут? Меня зовут Эльнара. Скажи, откуда ты? Я из Анды. Как тебе сегодняшний ифтар? Мне очень понравилось. Была превосходная лекция. Ну, все здорово, отличная атмосфера, я получил удовольствие. Мне приятно тут находиться. А лекция вам понравилась сегодняшняя? Конечно, очень поучительно. И это в жизни пригодится. Скажите, а сами пост вы держите? Конечно. И в будущем тоже планируете? Ну да, это же все-таки наша обязанность, как мусульман. В родные края часто ездите? Конечно, каждое лето и зиму. Зимой тут особенно хорошо. Как тебя зовут? Алина. Из какой ты деревни? Анда. Анда? Анда. Я тоже оттуда. Хотелось бы узнать, как ты часто туда ездишь? Стабильно каждое лето. Ты только летом туда ездишь? Иногда зимой. У тебя там кто-нибудь есть? Нет, но мы всей семьей приезжаем и иногда празднуем Новый год. Это очень хорошая традиция. Хотелось бы уточнить, а держишь ли ты пост? В этом году я не держу пост. Ну а в дальнейшем собираешься? Конечно. Что интересного и запоминающегося ты можешь сказать вот с сегодняшнего дня? Ну, мне понравилось все. Вообще, все мероприятие, оно офигенно, мне очень понравилось. Мне было интересно слушать Муллу. Он рассказывал очень правильные и интересные вещи, ну, как по мне. Ну и вообще, тут все наши, все Нижгар. Вот, и очень интересно пообщаться со своими ребятами. Как я понимаю, здесь у тебя много знакомых. Да. Мы тоже знакомы. Хотелось бы еще уточнить, как ты отличаешь нижегородских татар от других? Не знаю, у них какая-то своя аура и свой какой-то вайб. И вот именно по таким критериям, ну, то есть они отличаются. Духом, нравом они другие. Но при этом они родные и вот близко к сердцу. Часто ли ты посещаешь какие-то концерты татарские? Да, часто. Вот недавно ходила на Марата Ярулина, вот, и на Ирке. А слушаешь ли ты Алсу Хасянову? Иногда могу, да, послушать. Первоначально у нас идет Марат Ярулин, потом Фирдус Тямаев. Скоро, кстати, пойду на концерт его. И кто еще? Наверное, Эльмира Нагимова, Гузель Разова. Скажите, а что вы вот своей девушке на махры готовы подарить? Ну, сначала нужно девушку найти, а потом уже об этом думать.
А какую вы бы хотели себе девушку? Ну, мусульманку именно, или вот Конечно, своей национальности? ну, мусульманку, идеально мусульманку и своей национальности, потому что моя как бы, цель — сохранить традиции, национальную идентичность. Ну вот, и главное, чтобы умная, красивая там, и здоровый образ жизни. Это очень важно. Ну, требования у вас большие, да, получается? Ну, а что, не такие уж и большие, нормальные. Салям. Из какой ты деревни? Как тебя зовут? Сәлем, исемем Ильяс, тамырларым Меденеден һәм Пашаттан. А как тебе сегодняшний ифтар? Что тебе больше всего запомнилось? Бик яхшы сорау. Ифтар яхшы йитер минимум. Вот. Минем өчен наиболее запоминающиеся кишләр, другие люди, другие ребята, кызлар, малайлар, егитлер, потому что мин күптән штабка килмедем. Вот. И вот сейчас я пришел, килдем, очень был рад видеть новые лица старых знакомых. Вот. Самое главное — это люди. А ты с кем-то новым познакомился? Эльбета. Бернице, кишлер, белен, познакомился отсраштым. Ты держишь пост? Эльбета, уразату там. А как давно ты начал держать пост? Минем беренце ураза ике ел элек булды. Ике мен 24 елда. А что самое сложное, когда ты держишь пост? Самое сложное и навыр — это холод, который под вечер наступает из-за отсутствия энергии. Ну и утром, например, это все-таки жажда. Вот, но потом же днем она проходит. А еще такой вопрос. А где ты так научился хорошо разговаривать по-татарски? Я татарский, мин татар телен öğrenem 2022 yılının. Вот, беренце мин берузем öğrendim совершенно один. В прошлом году я, например, занимался с репетитором у Марта онлайн мектебенде. Бик яхшы мектеб. Всем советую. Şimdi tarihine